потому что наш профессиональный праздник, и вполне радостно, что министром образования России наконец-то пришел гуманитарий. И он, как никто другой, начинает понимать, что проект «Учитель» – это действительно человек, который не просто соединяет поколения, он сохраняет духовность, он сохраняет всю ту гуманитарную культуру, которая есть в России. День учителя в 6 крупнейших городах России – Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде – состоялось открытие фотовыставки авторских фотографий «Спасибо, учитель». Организаторами стали благотворительный фонд «Система» и проект «Лифт в будущее». Поскольку мы много работаем со школьниками и студентами, нам пришла в голову в этом году такая история. Мы, во-первых, сделали грантовый конкурс для кружков и вот как-то начали много работать с темой наставников и преподавателей нового типа. Это вот то, как раз о чем мы сегодня говорили. Как же так сделать, чтобы ребята, вернее, чтобы учитель не только вкладывал какую-то информацию ребенку в голову, а учил его справляться с тем гигантским объемом информации, который есть вокруг. Это совершенно новый вызов и абсолютно новый какой-то стандарт профессии. В Белом зале БКПО имени Мифтахиддина Акмуллы были представлены фотографии 60-х, 70-х годов советских времен. Фотопроект напоминает о временах, когда профессия и образование были неразрывно связаны друг с другом, а работа педагога выбиралась на всю жизнь. Помимо фотографий на выставке были представлены работы из художественного текстиля, керамики, графических листов, бумаги и войлока. Надо сказать, что эта выставка отличается от предыдущих тем, что экспонируются здесь не только работы нашего направления, а именно живопись, графика и прикладное искусство, но и фотографии. Фотографии наших коллег из Москвы. И мы старались в первую очередь, конечно, чтобы эти работы составляли единую экспозицию. На открытии также участвовали известные ньюсмейкеры региона. Каждый из них поблагодарил своего наставника и призвал всех и каждого поздравить любимого учителя. Ведь не важно, сколько лет прошло и как далеко закинула нас судьба, никогда не поздно сказать «Спасибо, учитель».